нужны хорошие песни и нужны новые голоса, потому что как ни здесь, ни в регионах их находить. Отыскать и раскрыть таланты – главная цель международного фестиваля конкурса «Красная гвоздика», отмечает Андрей Батурин. В этом году один из самых престижных фестивалей отечественной патриотической песни пройдет в нашей республике. И сегодняшняя пресс-конференция приурочена к этому значимому событию. Для этого в регион приехали и члены жюри, в их числе заслуженные артисты и вокалисты, поэты, песенники страны. Кроме того, что это, конечно, фестивальный конкурс, но это мы еще не устаем быть и зрителями. И вот просто создать хорошее настроение вот этим концертом и для нас, и для всех зрителей, это тоже очень важная задача фестиваля. Понимаете, это очень, как вам сказать, такое живое, интересное действие. Это не академическое, это, знаете ли, это не то, что мы приехали с каким-то экзаменом, знаете, вот такие, мы как преподаватели. Нет, мы такие же участники этого действия. Да, мы вместе создаем этот праздник. Впервые фестиваль «Красная гвоздика» прошел в Сочи в 1967 году. Через несколько лет он получил самую высокую оценку профессионалов и зрителей. Стать его лауреатом почитали за честь многие артисты. Первое место в номинации «Лучший исполнитель» 2 года назад. В нем занял и народный артист Ингушетии, министр культуры региона Тимирлан Зейтов. Спасибо вам, что вы нашли время уделить нашей республике, что вы сегодня здесь. Мы очень рады и оказываете большую поддержку. И всем хочу сказать, и руководству России, в том числе и руководству нашей республики, что нас поддерживает наше творчество, культуру и искусство в целом. Цель фестиваля, отмечает заслуженный артист России, поэт, песенник и член жюри Симон Асиашвили, на сегодняшний день сформировать в молодежной среде уважительное отношение к родине, культуре и истории и высокое отношение к песенному жанру. В песенном жанре какой-то кризис происходит, потому что то, что вот сейчас выплескивается в интернет, это ужасно. Да. Это даже и песни-то назвать невозможно. Это, ну, к сожалению, и не один, он их множество. И эти смотрят дети маленькие, там 10 лет, там 12, они формируются вот в этом грязном потоке. И меня это очень настораживает. Конкурс проводится по 3 номинациям: сольное выступление, авторское и в ансамбле. Возраст участников от 18 до 35 лет. Требования к ним у жюри несложные. Естественно, должно быть хорошее исполнение, хороший голос, не фальшивый. Естественно, должны быть новые песни хорошие, с мелодикой. Естественно, желательно, чтобы не на английском языке. Вот. А критериев, наверное, других не будет для начала. География конкурса, как и каждый год, обширна. В регион съехалось более 30 участников из Чечни, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Краснодара. В репертуаре у артистов самые разные песни. Я сегодня буду петь из репертуара Муслима Магомаева торжественная песня и также нашу чеченскую песню, автором которой является Али Димаев, исполнителем Минцаев Мусар. Перед конкурсом, да, волнение очень такое сильное, но будем надеяться на хорошее. Думаю, что выступлю нормально. Я отослала фонограмму свою. Буду песню свою петь, которая называется «Милый ты мой Кавказ». Я хочу пожелать в первую очередь всем участникам отличного настроения, выступить на ура, а себе спокойствие, чтобы все было хорошо. 8 заявок на участие подали и в нашей республике. Это и солисты Госфилармонии имени Хамхоева, вокальные ансамбли. Найти одаренных и талантливых исполнителей и композиторов – задача, стоящая перед конкурсом. А в нашем регионе это точно удастся, уверены в жюри. У вас очень сильные в Ингушетии композиторы. Вот я не буду повторяться. Министр культуры Ингушетии очень сильный композитор. И есть другие фамилии, я их не буду называть. Вы их наверняка знаете. И поэтому мы здесь для того, чтобы всех консолидировать, собрать с вашей тоже помощью, потому что без вас мы ничего не сделаем, и создать здесь очаг культуры на очень высоком уровне. Оценку участникам жюри дает сразу же после пресс-конференции. В актовом зале состоялось и конкурсное прослушивание участников. К слову, оценивать выступления конкурсантов будут и наши артисты, в их числе и Амур Амирханов. Самое важное для участников – это верить в свои силы и верить в то, что они делают правильное дело. Потому что если ты веришь в свое дело, если ты двигаешься в правильном направлении, все получится, надо работать над этим. Итоги конкурсного отбора подведут уже сегодня, ну а в субботу, ко Дню России, состоится награждение гала-концерт победителей фестиваля конкурса с участием главы региона Махмуда Али Калиматова. Дана Плиева, Асхабила, Киев, Новости 24.